Сбор лекарственных растений летом – это не только прекрасное времяпрепровождение, но и залог здоровья вас и ваших близких в течение нашей долгой, суровой якутской зимы. Ну а вот как правильно их собирать, чем же полезны лекарственные растения и самое главное, как их хранить и использовать, расскажет нам сегодня старший научный сотрудник Института биологии Иннокентий Аполлонович Федоров. Иннокентий Аполлонович, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, мы к вам за полезной информацией, как всегда, мы готовы и рады с вами пообщаться. И сегодня у нас интересная тема – это лекарственные растения. Да. Вот вообще, насколько Якутия богата подобными растениями и в какой период их лучше собирать? Во флоре нашей Якутии произрастает около 2000 одних только высших растений, да? И все они в той или иной степени лекарственные. В нашем институте работало много прекрасных, таких известных на весь Советский Союз, на всю Россию ученых. Это Владимир Николаевич Андреев, Игорь Петрович Щербаков, Никита Гаврилович Соломонов, Борис Иванович Иванов, Дина Васильевна Григорьева и многие-многие другие. Все они в той или иной степени стали моими учениками в деле изучения флоры. Да? Я последние 20 лет занимаюсь изучением биологии вот именно лекарственных растений. И, конечно же, приходится прикладные аспекты изучать, такие как заготовка, сушка, сбор этих растений. И ну, в этом плане я подковался достаточным образом. И вот сегодня хочу показать на ряде видов, как их лучше собирать. Да? Ну, хотелось бы отметить, да, Иннокентий Аполлонович, что сегодня для того, чтобы собрать полезную лекарственную траву, нам не нужно будет отправляться куда-то там, я не знаю, на сопку, в лес. Это все вот рядом, грубо говоря, с вашим дачным участком находится, да, и в принципе жители нашей республики могут потом посмотреть его около своих участков. То есть мы сегодня будем говорить не о каких-то уникальных травах, да, редких, а вот о тех, которые есть, в принципе, рядом с каждым домом, да? Наш дачный участок находится на экологически чистом месте, можно сказать, да, на некотором достаточном удалении от города, от дорог, поэтому можно заниматься сбором прямо здесь, да, напротив моей дачи. Луг, вот это заливной луг, озеро, это Кёль, перед нами трава, кровохлебка аптечная. Многие знают, даже я ее это знаю. официальный вид. Растения вообще подразделяются, лекарственные растения, на официальные. Это вот, то есть признанные официальной медициной. Официальные они называются. Фармакопейные еще называют. Вот это вот само название говорит. Кровохлебка. Значит, она обладает кровоостанавливающими свойствами. Кроме того, она противовоспалительная. При многих простудных заболеваниях ЖКТ, обволакивающие вещества есть, которые способствуют заживлению внутренних ран. Вот. Растение довольно такое нежное, да? Ее надо тоже сушить особым способом, да? Это мы чуть позже продемонстрируем. Вот она находится в периоде массового цветения. То есть все бутончики зацвели, и ее можно собирать. Ну, мы ряд стеблей срежем. Прям практически под корень? Где-то на половине стебля. Верхняя часть более насыщена этими целебными веществами и более мягкая. Она быстро
высохнет. Мгм. А можно ли спутать это растение с каким-нибудь подобным? Или, в принципе, нет. вот по этим ягодкам все А, понятно, да? Это не ягодки, А это цветочки? соцветия. Ага. Соцветия. Все Соцветия. понятно, что вот только такое растение, Вот. только в Якутии у нас, да, вот Ага. можно найти. Спокойно, И- не перепутаешь. Какая же наука занимается? Мгм. Есть такая наука, раздел биологии, фитотерапия, Мгм. раздел медицины и биологии, можно сказать. На стыке двух наук Мгм. она находится. И фитотерапия, она сейчас во всем мире в некотором загоне находится. Но придет время, и она, я думаю, в скором будущем воспрянет, да? Мгм. Это потому что вот в аптеках сейчас до 90% синтетические препараты. Да. Мы лечимся синтетикой, Да. можно сказать, нефтью, газом. Синтетические молекулы именно получают из нефти и из газа. Мгм. Потом они делают копии натуральных молекул. Они чреваты. Чем же они чреваты? Они Мгм. дают побочку. Одно лечат, Другое 2-3 калечит. органа калечат. Мгм. И все более и более страны приходят к тому, что надо продуцировать натуральные молекулы. Ну и в Для- принципе мы даже сейчас это и в повседневной жизни все больше, да, экопродукты, эко-движения, Да. все на эко переходим. Ага. Для сравнения нужно сказать, да, в Советском Союзе, в недавнем прошлом, да, до 80% лекарств в аптеках были натурального происхождения. Конечно, в начале 90-х все это вкануло в лету, Мгм. мы практически полностью перешли на импортных. Ну, собственно, вот выпуск нашей программы, наверное, сегодня будет таким ярким примером того, что, пожалуйста, собирайте травы, Мгм. правильно их сушите и затем употребляйте, и вы будете здоровы, и, значит, и профилактика различных заболеваний уж точно будет, да, Мгм. обеспечена. Ну, вернемся к нашему растению. Мы собрали, ну, вот для примера, конечно, весь куст мы не будем срезать, да, пусть растет. Ну, вот, Да. значит, вот это в период созревания мы только срезаем, да? Растения, цветковые растения, надземную их часть собирают именно в период цветения. Мгм. Наряду с этим осенью и весной собирают их подземную часть. Подземная часть – это корни и корневища растений. Растение еще не выросло весной. Все целебные вещества содержатся в корнях. Так тоже Это можно. весной, да? Ага. Логика такая. А осенью растение завяло, Мгм. произошел отток лекарственных веществ в корневую систему. Поэтому корни собирают рано весной и осенью. поздно осенью. Да, а вот все, что цветет, летом. Все, Ну вот, что цветет, это собирается летом. да, мы собрали, движемся далее. Следующий массовый вид, да, лекарственные растения, очень лекарственные растения, находящиеся в шаговой доступности от населения, для населения нашего, Мгм. это тысячелистник. Тысячелистник обыкновенный. Мгм. Так чем же он полезен? Он полезен тем, что он очень благотворно влияет на ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. А именно, в первую очередь, на печень, Мгм. на желчный пузырь. Мгм. Ага. Способствует оттоку желчи, то есть способствует тому, чтобы желчь не загущалась, не образовывались там камни, и благотворно служит таким гепатопротектором. Мгм. Ну, эссенциалия, корсил такие. Можно сказать, природный корсил, да? Мгм. Очень Иннокентий Аполлонович, полезное ну мы растение. видим, что здесь тоже период цветения, значит, это, как и у этой травки, да, мы срезаем именно когда растение цветет, да? Да-да. То есть аналогично. Делается это подобным образом, где-то на половине стебля, так как верхняя часть более богата Мгм. целебными веществами, мы срезаем ряд кустиков. Вот, достаточно, я Выглядит думаю. как букет.
Ага. Получился букет полевой. Да. Вначале полевых можно цветов. постояло, чтобы на столе у вас порадовало глаз, да, а потом уже превратить это в Да, полезное да. лекарство, Можно да. букетик сделать. Да. Ага. Так, а если про тысячелистник говорить, можно ли его с чем-то спутать тоже? Потому что вот сейчас посмотрят у нас телезрители, да, выпуск, и начнут собирать. И не дай бог соберут не то. Или, в принципе, вот с такой белой шапочкой растение только... У него плоская сверху, горизонтальная такая плоская корзинка. Шапочка. Ага, Корзинка. Поэтому его ни с чем не спутаешь. И да? вот эти листики, да, такие пушистые. Ага. Тоже. Немножко доник белый похож, Мгм. но у него соцветие вот такое вот, более длинное Мгм. и пушистое. Именно он цветом, листьями немножко похож. А так Не спутаешь, да? растение достаточно такое Распространенное, характерное. характерное. А Ага. вообще много где произрастает, да, у нас? Он везде самое обычное полевое растение. Мгм. Вокруг Якутска, вот на некотором удалении, это надо километр-два отойти от города Якутска. Мгм. Его очень много. Много. Ну Ага. так, дорогие друзья, на лугу мы собрали первый вид наших лекарственных растений. Возле забора дачи Иннокентия Аполлоновича мы собрали тысячелистник. Теперь посмотреть надо бы, что есть на участке. А там Давайте. точно есть, да, Ага. полезные растения. Да. Вот перед нами одновременно огородное пищевое растение и одновременно лекарственное, оно же. Мгм. В то же время достаточно часто встречается в природе. В основном в Южной Якутии, ну, местами и в Центральной Якутии. Мгм. В старину народы Якутии, якуты, эвенки, да, проживающие в Южной Якутии, они использовали его в пищу. Якутское название ахта. Мгм. Ага. И вот у меня единственный куст, да, Мгм. растет ревеня. Из него, из черешков его, где-то я получаю 5, 6, 7 литров варенья. Вы варенье делаете? Очень лекарственного варенья. Какие же целебные Свойства, да? свойства у него? У него свойства такие, оно очищает организм, Мгм. очищает кровь, очищает желудочно-кишечный тракт, обладает мочегонным действием. Здоровье кишечника – это здоровье человека в целом. Здоровье человека начинается именно с желудочно-кишечного тракта. Да. С кишечника, можно сказать. И вот ревень, он к тому же еще очень богат витаминами. Главным образом аскорбиновой кислотой. Можно сказать, это чемпион по аскорбиновой кислоте. Кислоте, да? Аскорбиновая кислота – это самый главный антиоксидант. Мгм. Ага. Если человек ежедневно получает достаточное количество аскорбиновой кислоты, это почти гарантия, стопроцентная гарантия того, что он не заболеет вот этими злокачественными опухолями. Да вы что? Вот. То есть чудо растения. Чудо растения. Ну, да, Оно какое-то недооцененное, да? многие сочтут его за какой-то сорняк, который портит вид, там его надо вот скосить, забыть, убрать. Он похож на такое наше растение, хрен гулявниковый, да? В природе у нас по обочинам дорог, на пустырях. Да, хрен, большелистник такой, хрен большелистый. чем-то похож. Вот его очень хорошо размножать, да? Прямо вот растение, да, огромное корневище, да, таким большим диаметром. Оттуда лопатой отчекрыжил кусок. Просто так, Просто так, мощно. мощно, можно сказать, грубо. Да. Отчекрыжил, И пересадил. вытащил корневище, там много-много почек. Мгм. Его можно поделить хоть на 100, хоть на 150 частей. И И рассадить. все это, и рассадить. Все это прорастает прекрасно. 100%, да? Ага. То есть, по сути, растение неприхотливое, да? А вот ухаживать за ним особо не надо, сильно поливать не надо. Вот оно растет, да растет, да? Нет, ее надо сильно поливать, чтобы сильно получить поливать. много урожая черешков Мгм. и много урожая листьев. Кстати, листья бланчируются, и
и делают голубцы. Как капустные Более листья. вкусные, чем капустные. Капустные, оно грубое, да, ее некоторых усилий стоит раскусить. Волокна такие тянутся, а это очень ломкие волокна. Так, хозяюшки, берем на заметку. Голубцы вот можно сделать из прекрасного растения. Ревень. Ревень. Ага. Варенье варим, но варенье имеет именно целебные свойства. Целебные свойства. Наверное, при голубцах, при обжарке, наверное, немножко свойства теряются. Ну, да? процентов 20-30 теряется. Чего-то теряется, но все равно оно очень полезное. Хорошо, получается. а в варенье, Иннокентий Аполлоныч, мы используем листья или стебельки тоже? Для варенья только черешки. Это не стебельки, это листья. У них просто длинные черешки очень. Они поднимаются прямо от корневища, можно сказать. И растение выстреливает стебель потом, цветонос. Я их убираю, чтобы повысить урожайность именно черешков. Все понятно. Мы используем только черешки. А вот если посмотреть вот на листья, да, вот эти нижние листья, наверное, не очень хорошо использовать, да, в голубцы там или еще куда-то, вот, которые снизу лежат. Листья, которые внизу, они уже старые листья, грубые, они увеличились в размере, имеют некоторые повреждения. Все-таки растение не изолировано от окружающей природы. Ее кушают маленько, и мышевидные грызуны, и насекомые. Поэтому берем молодые вот такие вот листья. Вот такие вот такие чистенькие молодые листья. Иннокентий Аполлоныч, по поводу этого растения, когда лучше из него делать то же самое целебное варенье? В какой период? Летом? В июле, в августе? Оно, вот это растение, дает от 4 до 5 урожаев черешков за год. За лето, за наше. Да. Вот это уже растет 3-й урожай. Буквально завтра, послезавтра я соберу. Чисто визуально вижу, что 2 литра варенья получится. Хорошо. И притом вроде бы черешки вроде бы зеленые, да, в основном, с красноватым внизу оттенком. А варенье получается такое нежно-розовое, такого вкусного цвета, скажем так. Вы знаете, вообще даже цвет очень вкусный. И вот здесь вот эта сочная такая беленькая. Ее можно в сыром виде кушать. Вот. Очень похоже на сельдерей. Попробуйте. Нет, спасибо, я не смогу. Вот так прям так едите? Прямо так и кушают. И что на вкус как? Кисленькая, сладковатая. Да? Попробуйте. Нет, я не смогу. Так, ну ладно, попробуем. Немножко кисленькая. Это из-за обилия аскорбиновой кислоты. Ой, не немножко кисленькая. Очень кисленькая. Но вкусно. Вкусно. Вкуснее, чем сельдерей, мне кажется. Так, мы, значит, сейчас покажем вам. Конечно, процесс варки варенья мы не сможем показать, но процесс сушки подобного растения, да, мы покажем. Да, для этого мы возьмем 3 черешка. Вот, взяли. Все. И переходим. Вот у нас 3 прекрасных растения. И теперь узнаем... Кровохлебка, тысячелистник и ревень. И теперь узнаем, как же мы можем сохранить все полезные свойства на всю долгую якутскую зиму. Да. Пойдемте. Пройдемте к столу. И первое растение, которое мы должны подготовить... Заготовить на зиму, это у нас... Еще раз. Хлебка аптечная. Кровохлебка аптечная. Кровохлебка аптечная. Ну, достаточно худосочное растение. Оно быстро высохнет. Поэтому лучше применим такой дедовский метод, да? Бечевку взяли. Бечевку взяли. Обвязали снопик. Делаем снопик. Его можно сделать помощнее. Помощнее. И все. И отправляем? И отправляем вот эту бечевку в тенистое, хорошо проветриваемое помещение. Ну, допустим, гараж, баня, да? Да, ну, гараж не гараж. Гараж, он насыщен, можно сказать, такими миазмами нефтяными, да?
Банька. Ну, пойдет крыша. Мгм. Вот я построил второй этаж. Мгм, там, Допустим, слушайте. можно... Главное, чтобы не под прямыми солнечными лучами. И проветривалось. Его подвешиваем на гвоздик. Сколько И она оно- должна так висеть? Оно все, подходишь, трогаешь, Мгм. уже мануально, можно сказать, путем пальпации узнаешь, что оно высохло. Высохла. Ломкие становятся просто. Просто, ну вот Все. и, соответственно, цвет меняет, Ага. светлеют, да? Хорошо. Зимой достаем этот снопик, вот он у нас висел, там где-то лежит. Дальше-то как мы его употребляем? Ага. Достаем этот сухой снопик. Уже высохший. И ага. сколько надо, допустим, столовая ложка, это классическое соотношение, да? Мгм. 1 столовая ложка травы на 300 миллилитров или граммов воды. Это Где- касаемо большинства трав, да? Большинства трав, Мгм. практически всех трав можно Мгм. так. И все это заливаем кипятком, не крутым кипятком, а где-то 85 градусов. Мгм. Крутой считается, ну, установлено, можно сказать, что крутой кипяток разрушает до 20% Полезных свойств. полезных Веществ. веществ, витаминов. Мгм. Поэтому 85 градусов, Ага. такая водичка горячая. чайник скипятили, Мгм. дали постоять Постоять. полчаса, потом можно заливать. 1 столовая ложка на заливать. 300 миллиграмм воды. Заливать в термосе на ночь. 12 часов достаточно. Мгм. Потом пьем уже сколько требуется. Какое-то растение 2 столовые ложки, Мгм. какое-то растение полстакана, в зависимости от сил. В частности, кровохлебка пьется 3-4 столовые ложки. Мгм. Вот такого вот. Достаточно. То есть не стаканами. Оно не отвар называется, а точнее вот в последнее время фитотерапия на пар. На пар называется. На пар называется. Хорошо. И напомните, от чего это лекарство-то? О, А, растение-то. Это растение от болезней ЖКТ, желудочно-кишечного тракта и ранозаживляющее, кровоостанавливающее. Мгм. Да-да. Переходим к следующему растению. Тысячелистник. Вот тоже достаточно хлипкое растение. Его тоже обвязываем аналогичным образом Мгм. и отправляем на сушку. Тысячелистник. Туда же, на нашу Ага. крышу. Его потом зимой, сколько надо, берем ножиком, крошим, вот так Мгм. вот, цветочков, да, туда. И 1 столовая ложка, опять же, на 300 миллилитров Воды. такого немножко остывшего кипятка. Да, и пьем его тоже столовыми ложками. Пьем его по 1-2 столовые ложки. Оно Мгм. посильнее препарат. Это сильнее. Фитопрепарат, который посильнее. Мгм. Еще раз напомним, это печеночный Так, в большей степени. ЖКТ, значит, с утра А, почистили, очистили. А для печени выпили Укрепляем печень. вечерком можно. Вечерком можно. И чай с вареньем из Да. ревеня. А ревень я покажу вот, да, на примере ревеня, как много таких в природе сочных растений с мощными стеблями, Да. с мясистыми листьями, да, как их сушить. Вот, убираем такие, Но это если мы не Ага. варим варенье из него, да? Если мы все-таки решили засушить его, Да, тоже да. есть такой вариант, да? ревень тоже впрок засушивают. Ага. Как корневую систему, так и вот черешки Мгм. и листья. Его как можно меньше, чтобы оно высохло быстро. Оно мясистое, 95% воды. Воды. Тонкими слайсами надо такими. Поэтому не торопясь, вот так вот Измельчаем, режем. да. Измельчаем. Ну, логично, что вот М. такие тоненькие Мгм. у нас высохнут быстрее, чем Да. толстые, да? А, кстати, похоже, у свеклы такая, да, тоже? Ну, руку туда не засуньте. Ножик у меня острый. Ага. У свеклы, говорю, похожие, да? Да-да. Стебельки тоже так же. Кстати, свеклу, черешки тоже сушат Тоже сушат. на зиму. Мгм. И поэтому вот вы видите, да, очень мелко я нарезал. Мгм. Все это достаточно быстро высохнет. Но все равно медленнее, чем трава. Естественно, потому что Ага. тут воды много. Так, а сушим это как? Сушим это у меня баня, Мгм. простая такая баня, Мгм. советская баня, деревенская баня. И в летнее время, именно вот период цветения растений, когда я веду массовую заготовку, да, Мгм. она у меня служит
своеобразным сушильным шкафом, да? Никто не парится, все время сушится там все, Ага, да? да. Никто не парится, это можно делать попозже, да? Да. В конце лета А, и осенью. Вот мы находимся в парилке, ну, обычной бани, да, дачной бани. В летнее время, я повторюсь, она сушит своеобразным сушильным шкафом у меня. Ага. Вот то, что нарезали, тонким слоем настилаем. Я много нарезать не стал, просто для виду, да, для наглядности. На кордонку и растапливаю печь. Растапливаю при этом не сильно, чтобы температура здесь была не выше 80 градусов. При более высокой в парилке можно достичь 100 градусов. 90. Обычно при 90-80 градусов люди парятся. Ага. А нам надо 80 Ага, максимум. нам максимум надо 80, лучше 60-70. Поэтому надо топить не сильно, немного дров и постоянно следить. При таких условиях прямо любое сочное мясистое растение одних суток достаточно, чтобы оно совсем высохло. И высохло просто с максимальным сохранением того целебного начала. Растение, вот это лекарственное высушенное сырье, если хранить, надо матерчатые Мешочки. ХБ или льняные, любые из натуральных тканей, не синтетических, чтобы оно не спрело и чтобы дышало, как бы, да. Иннокентий Аполлоныч, спасибо большое за такую очень полезную информацию, да. Ну и надеюсь, что благодаря таким выпускам нашего проекта многие наши зрители все-таки хотя бы попробуют, да, собрать полезные травы, засушить, использовать их зимой, и, возможно, зимой вспомнят о нас добрым словом, скажут: вот тогда я смотрела передачу, и вот именно вот эта травка мне помогла в сложный период жизни, правильно? Собственно, берегите себя, своих близких и будьте здоровы.